31 августа, ровно 20 лет назад, Верховный Совет Кыргызстана на внеочередной сессии принял исторический документ, который объявил республику независимым, суверенным, демократическим государством. Однако этому предшествовали драматические события. Противостояние между первым секретарем ЦК Компартии Республики Абсаматом Масалеевым и главой правительства Апасом Джумагуловым завело процедуру избрания первого президента в тупик. Пост главы государства предложили писателю Чингизу Айтматову. Он отказался в пользу Акаева. Многие надеялись, что впоследствии смогут манипулировать неопытным политиком. Однако он собрал свою команду и проложил путь к независимости Кыргызстана. Не испугали новых руководителей страны и угрозы центра. В то время еще министр внутренних дел полковник Феликс Кулов убедил Акаева не поддерживать ГКЧП. Когда народ почувствовал, что есть, так скажем, воздух независимости, да, вдохнул этот воздух, то, конечно, было желание каким-то образом сохранить этот статус, даже его развивать. Вот. При этом никто не говорил о том, что, допустим, надо разваливать Советский Союз. Речь шла о том, что вот такое грубое, значит, желание кого-то сломать и так далее, конечно, мы не могли воспринять. Ну, не только демонстрация была, были и прямые угрозы. Например, командующий Среднеазиатским военным округом генерал Фуженко мне звонил тоже по этому вопросу. Может быть, это была не прямая угроза, но достаточно ясно. Между строк читалось, что вы что там стали такие независимые, такие все суверенные, и демократию развили, никого не слушаетесь, вот там, типа того, что есть ГКЧП, надо выполнять то, что они говорят. 15 октября первым избранным главой государства становится Оскар Акаев. За него отдают голоса 95% избирателей. В отличие от других республик, в Кыргызстане памятники Фрунзе или Ленину не снесли, а лишь перенесли с центральных мест на периферию. К тому же Октябрьская революция 1917 года официально была признана благом для Кыргызстана. Она принесла молодой Киргизии автономию, промышленность и просвещение. А вот государственные праздники все же пересмотрели. К примеру, 7 октября, день Брежневской конституции, перестал быть красным днем календаря. Кстати, своего главного документа во вновь родившейся стране еще не было. Самый противоречивый, как показывает история, документ был принят только в 1993 году. Наряду с Конституцией в республике созывается и первый парламент, который носит имя «Легендарный». Такое название он получил из-за беспрецедентной самостоятельности, смелости решений и реального оппонирования президенту. Вскоре оппозиционное большинство объявило о бойкоте заседаний парламента. Воспользовавшись этим, Акаев распускает легендарный парламент. Именно в этот момент, по мнению многих политологов, и началась Акаевская эпоха. Она длилась следующие 10 лет. Островок демократии. Так называли молодую суверенную республику. Однако позже стало понятно, что за красивыми речами теоретика Акаева реальных действий становилось все меньше. Естественно, оказывается, с воздуха ничего не берется. Форма правления, тип государства, другие все. И вот это красивые слова профессорские уже как-то утопические выступления были. Что-то очень красиво говорит, а народ бедствует относительно другими государствами. Среди жителей Кыргызстана начало расти недовольство. Прошли первые акции протеста. А с 2000 года митинги в стране уже не прекращались. Дом правительства, а затем и все госучреждения обнесли забором. Точкой отсчета народных волнений можно считать аксыйские события. Тогда, в 2002-м, небольшое село Боспиек Джалабадской области поднялось на защиту арестованного депутата Азимбека Бекназарова. Все это сопровождалось лозунгами против передачи части киргизских территорий Китаю. Я поднял в парламенте вопрос о пограничным вопросам кыргызско-китайской границе, что там от общественного секрета они провели это, я вытащил это. И когда меня спрашивали за такой поступок, что ждет президента, я сказал, это импичмент. Он предал интересы страны. Надо было просто разговаривать, слышать, что проводится, требования, что они хотят. Ну, избегал Оскар Акаевич. Он послал постоянно своих соратников, Османа Акуна, Жумалиева и других, а он сам как-то постоянно сбежал. Вот его ошибка. Результатом массовых волнений стали голодовки, пикеты, марши, протесты и, наконец, расстрел безоружных демонстрантов.
Жертвами аксайских событий стали 6 человек. В отставку ушел премьер-министр Кыргызстана Курманбек Бакиев и все правительство. Но главное, было подорвано доверие к президенту Акаеву. Накал народных волнений шел на фоне тотальной приватизации семьей президента всех доходных отраслей экономики, распродажи чиновничьих портфелей и судейских кресел. В последующие 3 года лозунги «Кетсин», то есть «Уходи», в адрес Акаева звучали перманентно. Подтасованные результаты выборов в парламент стали последней каплей терпения. Примечательно, что первые повстанцы в регионах были не из оппозиции, а из числа обиженных фаворитов Акаева. Через месяц, 24 марта 2005 года, народные волнения выплеснулись к стенам Дома правительства. Президент бежал, а столица на ночь оказалась во власти мародеров. Была ли это революция или государственный переворот? Политики и историки до сих пор не могут прийти к единому мнению. Власть в обезглавленной стране берет Курманбек Бакиев и больше ее не выпускает. На всенародных выборах его избирают главой государства с результатом 88%. Следующие 5 лет политическая жизнь в стране не утихала. Очень скоро стало понятно, что демократические реформы не входят в планы и второго президента. Соратники по революции один за другим отлучались от власти. Оппозиция то объединялась, то распадалась, устраивала недельные митинги и голодовки, и снова массовые акции протестов. Начинает развиваться новая мировоззренческая позиция в обществе – китсинизм, от слова «китсин» – «уходи». Уже в течение 20 лет шла борьба между парламентом и президентом. Между усилением, то есть между тенденцией усиления полномочий президента, личной его роли в политической системе и между сторонниками парламентаризма. Все наши изменения, революционные столкновения были вокруг этого вопроса. Противостояние президента и оппозиционной части парламента привело к сильнейшему кризису, и крайней вновь осталась Конституция. Главный правовой документ начинают переписывать все, кто может держать ручку в руках. Его переписывали и принимали ночью, а на утро снова отменяли. Но в итоге все вернулось на свои места. Власть президента оказалась практически безграничной. Оппозиция была разбита. Курманбек Бакиев, обладая всей полнотой административного ресурса, уверенно выигрывает президентские выборы на 2-й срок. Новый парламент опять скорее назначен, чем избран. Все важные государственные должности заняли приближенные и родственники президента. И начинается безотчетное разграбление Кыргызстана. Все доходы оставшихся предприятий, все инвестиции идут напрямую семье президента. Последняя капля – увеличиваются в несколько раз коммунальные услуги. И это на фоне регулярных перебоев с электроэнергией, которые продолжаются несколько лет. Людям просто нечем было оплачивать астрономические счета. Спустя ровно 5 лет после мартовской революции народ снова на площади. Причем на этот раз с уже захваченным у военных и милиции оружием и на военной технике. Людей не могли остановить ни шумовые дымовые гранаты, ни пули снайперов. После нескольких часов штурма Дом правительства пал. Всего в апрельской революции погибло почти 90 человек. К власти приходит временное правительство. Курманбек Бакиев бежит в родовое село и со своими родственниками пытается раскачать юг страны. Но вскоре покидает Кыргызстан. Временное правительство во главе с Розой Атумбаевой просит помощи на восстановление разграбленной страны и гасит одно за другим разгорающиеся восстания приспешников прежнего режима. И пока один за другим пишутся декреты и обсуждается новая конституция, вспыхивает Ош, а затем и Джалалабад. Небывалый по своей масштабности и жестокости конфликт охватывает юг страны. Что конкретно послужило поводом и причиной произошедших с 10 по 14 июня событий на юге Кыргызстана до сих пор вызывает большие сомнения и споры. Цифры о погибших разнятся. Официальная версия 400 человек, неофициальная 2000. Обращение к мировому сообществу с просьбой о введении миротворческих войск для урегулирования конфликта так и не были услышаны своевременно. И пока весь мир решал, как помочь Кыргызстану, в южной столице по-прежнему лилась кровь. Мнение международных экспертов вызывает споры и возмущения. Одни ссылаются на некие внешние силы, которые целенаправленно дестабилизировали ситуацию накануне референдума. Другие видят в этом только внутренние, нерешенные проблемы, копившиеся годами.
Несмотря на заверения многих политиков о необходимости переноса всенародного голосования, Роза Атумбаеву избирают президента переходного периода и принимают новую конституцию, которая означает переход к парламентской форме правления. Эта конституция революционная по своему духу. В ней выработана система сдержек и противовесов. В ней вы увидите свежий взгляд на судебную систему. Эта конституция кладет начало парламентской форме правления. Парламентская форма, которая сегодня уже действует и работает со всеми ее минусами и плюсами. Осенью формируется парламент, в который вошли многие из тех, кто занимал не самые последние посты при Бакиеве. Таким образом, парламент, который должен был удовлетворить все интересы, на деле оказался не устраивающим никого, в том числе и самих депутатов. Вновь начался торг за новые должности в высших эшелонах власти, и только спустя несколько месяцев удалось сформировать коалицию большинства. Ее развал предрекают с завидной регулярностью. Несмотря на какие-то проблемы возникающие, мы стараемся их решать. Я честно скажу, иногда мне приходится принимать решения, которые и мне не по душе, особенно некоторые кадровые решения. Но в интересах сохранения стабильности в Кыргызстане, в интересах того, чтобы как-то стабилизировать экономику в этом году, укрепить Кыргызстан, нам приходится идти на укрепление коалиции. И я думаю, что она все-таки будет работать. Недовольных коалиционным правительством достаточно и сегодня. Но все же новым руководителям страны пока дают шанс исправить ошибки своих предшественников. И если в них разочаруются, шанса на реабилитацию просто не будет. До сих пор высший законодательный орган страны лихорадит от внутренних противоречий, что порой затягивает решение более важных вопросов. Сегодня уже известно, что выборы нового президента состоятся этой осенью. И для кыргызстанцев вновь наступает момент истины. Кого выбрать следующим главой государства? Того, кто, как его предшественники, сбежит из разграбленной страны, или тот, кто все-таки сможет найти применение той независимости, которую защищают вот уже 20 лет?